Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 14 декабря, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, понедельник и прямой эфир, поэтому звоните нам, пожалуйста, по телефону 35 33 10, его вы видите на своем экране. Мы будем рады, как всегда, любому интерактивному общению с вами. Сегодня наш гость, министр финансов Республики Саха-Якутия Валерий Жандоров. Валерий Алексеевич, добрый день. Добрый день, Владимир. Давайте сразу начнем с законопроекта о государственном бюджете Республики на 2016 год, который был принят депутатами Госсобрания ЛТУМЭН в первом чтении. Большие ли будут расхождения между первым и вторым чтением? И вообще, каковы основные параметры главного финансового документа на будущий год? Да, вы абсолютно правы. На этой неделе, 17, на пленарном заседании будет рассмотрен во втором чтении закон о государственном бюджете на 2016 год. Между первым и вторым чтением прошла достаточно активная работа и в согласительных рабочих группах, и на комитетах совместно с народными депутатами. Изменения коснутся доходной и расходной частей в части того, что на данный период уже принят федеральный закон о федеральном бюджете, приняты некоторые решения уже в отношении субъектов Российской Федерации. У нас доходы увеличатся на почти 2 миллиарда, это в том числе 1,5 миллиарда рублей, это решение фонда реформирования, содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья, увеличение на 1,5 миллиарда. И на 440 миллионов рублей это уточнение поступления акцизов на нефтепродукты, за счет которого мы увеличим дорожный фонд нашей республики. Вот эти два основных изменения, которые, в принципе, обусловлены только поступлением средств из федерального центра. Основные параметры, насколько я понимаю, это, в общем-то, в послании главы прозвучало о параметрах. Да, основные параметры у нас теперь будут на следующий год 164,3 миллиарда рублей, это по доходам, по расходам 172,6 миллиарда рублей, и, соответственно, дефицит составит 8,2 миллиарда рублей на следующий год. Будет ли он увеличен по сравнению с дефицитом этого года, и за счет чего предполагается его покрывать тогда уж? Дефицит бюджета следующего года, он на 400 миллионов выше. Если в этом году мы принимали его в объеме 7,8 миллиарда, то в целом в следующем году 8,2 миллиарда рублей. Как правило, вот этот дефицит, разница между расходами и доходами, он покрывается за счет нескольких источников. Первый – это заимствование, производимые на рынках капитала, изменение остатков на счете, если будет на первое число 2016 года, они тоже вступают в следующий год, как, в общем-то, источники финансового дефицита бюджета. За счет привлечения мы планируем опять размещать облигации государственного займа на 5,5 миллиарда рублей. Особенностью 2016 года будет то, что мы будем привлекать 6 миллиардов 800 миллионов рублей бюджетных кредитов из Минфина России. Это льготные кредиты, которые замещают нам необходимость обращаться к банковским кредитам. Они будут иметь срок до 5 лет и ставку 0,1% годовых. Затем есть понятие такое, что мы выдавали раньше из нашего бюджета бюджетные кредиты юридическим лицам, местным бюджетам. При возврате они также используются, разницы между теми, которые мы планируем выдать бюджетными, также идут на покрытие дефицита бюджета. Понятно. Это основные источники, которые мы запланировали. А все ли бюджетные обязательства 2015 года будут выполнены, выполняются ли сейчас, будут выполнены до конца этого года, я имею в виду? Да. В этом году у нас достаточно напряженный был план и по доходам, и по расходам. Это порядка 171 миллиарда доходов и 179 миллиардов расходов. На данный момент мы движемся к исполнению этого плана. Возможно, последний месяц у нас есть некоторое напряжение по исполнению планов дохода, но мы предполагаем, что все обязательства, в первую очередь, безусловно, это все обязательства социального характера, оплата труда, они будут, безусловно, все оплачены, и до конца года мы планируем исполнить на уровне, это традиционно, кстати говоря, из года в год,
плановое назначение по расходам, они могут исполниться нашими распорядителями на уровне 96-97% расходов. Вот. Это может складываться остатки из экономии достигнутой, так, а кто-то не успевает освоить лимиты бюджета. То есть предъявленные все обязательства мы исполнили. А согласитесь ли вы с таким афоризмом, который подходит вот к нашей теме сегодняшней беседы, что вообще формирование бюджета – это ответ на вопрос, как у всех отнять, чтобы каждому прибавить? Нет, формирование бюджета исходит из, на самом деле, из прогноза социально-экономического развития. То есть, если говорить вами афоризмом, да, то есть, как поработаем, так и поедим, да? Вот. Ну, есть такая немножко другая поговорка, да. Да? То есть, сперва, как мы сформируем свои доходы за счет нашего труда, то есть того валового регионального продукта, который мы все вместе образуем за счет производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг. В целом, на следующий год основные параметры, которые входят в расчет доходов бюджета, это, конечно же, 4 налога у нас формируют. Налог на прибыль, то есть как сработает наше предприятие, какую прибыль получит. Вот на следующий год планируются достаточно такие повышенные. В прогнозе у нас порядка 140 миллиардов рублей прибыли наших предприятий. Налог на доходы физических лиц, он формируется из того фонда оплаты труда, который сформируется в нашей республике всеми трудящимися. Это 253 миллиарда мы планируем будет фонд оплаты труда, соответственно, около 20 миллиардов мы планируем получение налога на доходы физических лиц. Налог на имущество организации, он порядка тоже 12 миллиардов рублей. Это то, что предприятие нам обязано заплатить. Это налог на имущество организации от всего своего балансового имущества, которое оценивается в 600 миллиардов рублей на территории республики. Все это составляющие отчислений налоговых и неналоговых доходов. А еще один важный четвертый вид – это налог на добычу полезных ископаемых, который в нашей республике основной – это на добычу наших самых традиционных полезных – это алмазов. Он планируется, в том числе налог на добычу золота, тоже часть к нам отходит. Это мы планируем на следующий год в объеме 22 миллиарда рублей. То есть это не значит от кого-то отнять. Это исполнить просто налоговое законодательство в государстве для того, чтобы государство смогло исполнить свои обязательства в отношении граждан, прежде всего в тех областях, где Конституцией закреплены права на бесплатное образование, здравоохранение, физической культуры и спорта, культуры, социальное обеспечение и в дальнейшем это поддержка отраслей экономики. Понятно. Несколько ссылок и несколько цитат на послание главы Республики Саха-Якутия Егору Борисову парламенту Илтуман. Давайте начнем вот с чего. В послании отмечена жесткая задача по управляемости государственного долга и обеспеченности обслуживания, на первый взгляд, большого дефицита. Конец цитаты. Ну, про дефицит вы уже сказали, это я понял. Средства на покрытие дефицита, собственно, давайте повторимся. Это будут основные заемные деньги. Да. Хорошо. Предполагается ли, там же в послании бюджет назван бюджетом роста, а за счет чего рост? То есть что из 4 будет повышаться в 2016 году по сравнению с 2015? Какая из 4 позиций? Налоги или собираемость, или, я не знаю, или что-то другое? Да, абсолютно правильно. Ведь кроме налоговых и неналоговых доходов, которые платят предприятия и граждане, мы также получаем и дотацию из федерального центра, которая носит название на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе наших граждан. Да, в следующем году эта дотация снижается с 47 миллиардов до 43 миллиардов рублей. Но это делается и за счет того, что у нас отмечается рост налогового потенциала, который оценивает Минфин России по всем субъектам Российской Федерации по единой методике для всех субъектов Российской Федерации, где учитываются как раз вот эти основных 4 вида налога, которые я перечислил. Да, они действительно у нас идут с увеличением. А то, что вы сказали по поводу государственного долга, абсолютно правильно. Ведь дефицит, как мы обратили внимание, он формируется в основном за счет заемных ресурсов. Финансирования, вернее, этого дефицита, финансирования дефицита бюджета. Соответственно, за счет заемных ресурсов образуется государственный долг.
По концу этого года он оцениваться будет 39 миллиардов рублей. И политика жесткого управления государственным долгом заключается в том, чтобы не превысить тот уровень экономической безопасности, это не более 50% да. собственных, подчеркиваю, собственных налоговых доходов годового бюджета. Именно так оценивается. Сейчас он нам по итогам года составит 38%. Почему ставится такая задача? Потому что в последние 2 года отмечается общий рост у субъектов Российской Федерации, на данный момент составляет 2 триллиона 600 миллиардов рублей. И правительством Российской Федерации ставится задача по его управлению государственным. И если я не ошибаюсь, по-моему, у подавляющего большинства субъектов Российской Федерации госдолг превышает 50%. Да, к сожалению, мы входим в число тех 30 субъектов из 85, у которых долг ниже 50%. К сожалению, у 55%. То есть он может считаться управляемым, этот госдолг. Да, мы считаем, что он достаточно управляемый. И вот в следующем году у нас уже даже бюджетные кредиты из Минфина России составят 12 миллиардов, а вот и рыночные они составят 20 миллиардов рублей. Мы считаем, что он достаточно сбалансированный и управляемый. Понятно. Но он должен быть управляемым. Там же послание главы. Предлагается затянуть пояса, то есть отказаться от расходов, которые можно отложить до лучших времен. Кому придется затянуть пояса и от каких расходов придется отказаться, может быть, в первую очередь? Ну, на самом деле мы уже и последние 2 года сдерживаем рост расходов на, ну, скажем так, приобретение материальных ценностей. Наших и министерств, ведомств, бюджетных учреждений. Да, возможно, это накладывает некий отпечаток, но мы считаем, что вот эти расходы, они могут быть немного отложены. Так? Кроме того, если с точки зрения оплаты труда, то мы пропускаем в 2016 году индексацию оплаты труда государственных и муниципальных служащих. Вот. Есть и другие виды расходов, но в основном это связано как раз-таки с капитальными затратами, либо материальными. Ну, хорошо. А на формирование доходной части бюджета как сказывается плавающий волатильный курс, если я не ошибаюсь, так правильно назвать, да? Волатильность. Волатильность рубля и, соответственно, зависимость от конъюнктуры на сырьевые товары. Да. Эта зависимость у нас действительно есть. Я вот упоминал, что, допустим, даже налог на добычу полезных ископаемых, он исчисляется в зависимости от курса рубля к доллару США. То есть здесь у нас имеется прямая зависимость. При повышении курса увеличиваются доходы, но при этом мы видим, что он действует разнонаправленно. То есть кажется, как будто бы у нас валютно-экспортно ориентированная республика, но тем не менее влияют и другие факторы. Мы, безусловно, достаточно сильно зависим от конъюнктуры на рынке, на мировом рынке алмазного сырья. На алмазном сырье, да, действительно это влияет на нас. Валерий Алексеевич, у нас, мне подсказывают, есть звонок в студии. Давайте примем его, потому что звонки – это главное для нас. Пожалуйста, представьтесь, из какого вы города, и задавайте свой вопрос гостю нашему. Алло. Ну, вероятно, сорвался. Так, это мы рассмотрели. Вот о чем хотел спросить, и не могу, в принципе, не спросить. Цитата по газете «Ведомости» от 31 августа этого года. Буквально цитата. На вопрос о том, кого президент поддерживает в споре Минфина и Минэкономразвития, сам Путин ответил: «Я всегда слушаю Минэкономразвития, а поддерживаю Минфин». А как в республике это происходит? Кого поддерживает глава республики? И к кому прислушивается? На самом деле глава республики поддерживает ту политику, которую проводит правительство в целом, как коллегиальный орган. То, что обсуждалось, возможно, это сгоряча, слегка, так было сказано. Это афористично было сказано. Афористично, да? Наверное, да. По Министерству экономики и Министерству финансов, то на самом деле спор этот был только лишь в оценке, а это очень важная оценка, насколько правильно оценить прогноз социально-экономического развития и на 1 год, и на среднесрочный период. Вот данная дискуссия в подходе оценок
кто-то более консервативен, а кто-то более пессимистичен. Вот здесь, видимо, в основном вокруг этого и шла дискуссия. Если вы помните, осенью, насколько спрогнозировать, какой будет курс иностранной валюты на 70, какой будет цена барреля нефти, потому что это одни из важнейших параметров, которые влияют на федеральный бюджет и, соответственно, на региональный бюджет в той или иной мере, безусловно. Только за счет этого. А так, Егор Афанасьевич, конечно же, прислушивается ко всем, но поддерживает ту политику, которую правительство должно выработать единую. Хорошо. Как складываются отношения с крупными российскими компаниями, которые работают на территории Республики Саха-Якутия, и насколько велик их вклад в социально-экономическое развитие, ну и наполнение, соответственно, бюджета республики? Давайте, я пока зачитывал, мне сказали, что у нас снова есть звонок, давайте попробуем его принять. Пожалуйста, представьтесь, из какого вы города, и задавайте вопрос гостю. Алло. Добрый день. Добрый вечер, алло. Ну, Алло. Да-да-да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, вопрос ваш задавайте. Нижегородский улус, крестьянское хозяйство. Пожалуйста, вопрос ваш. Я насчет этого, насчет субсидии сельскому хозяйству. Почему эту субсидию не делят на зимнее время и летнее время? Спасибо за вопрос. Давайте, собственно говоря, ну, он понятен, да? Да. Субсидии почему не делятся на разные периоды? Ну, тут вопрос, может, разделен, имеется в виду по объему. Возможно, субсидии на какой-то вид продукции, который в зимнее время он может либо на единицу продукции повышаться, в летнее наоборот. Возможно, это по объему. Если говорить о той распространенной самой субсидии на литр молока, да, то в основном, конечно, все знают, что наибольший надой это происходит в летнее время. Но деятельность хозяйства, она ведь в течение 12 месяцев продолжается. И я думаю, что, исходя из этого, Министерство сельского хозяйства определяет механизмы. Да. А в целом хотелось бы отметить, что на следующий год в целом поддержка по программе соответствующего сельского хозяйства, она остается даже чуть выше уровня 2015 года. Она составит порядка 10 миллиардов рублей вместе с федеральным. Валерий Алексеевич, вкратце мой вопрос, тот, который я задавал до этого. Госкомпании, да. Здесь пополняемость бюджета, но очень кратко, минуту оставится буквально. Да. Если не говорить про компанию «Алроса», чей вклад значителен, и он всегда остается бюджетообразующий, вопрос, видимо, касался тех компаний российских, которые действуют на нашей территории. Если буквально лет 8 назад этот вклад составлял 2%, то сейчас это составляет до 22 миллиардов рублей налогоплатежей, это выше 20% наших собственных налоговых и неналоговых доходов. Значительный вклад увеличился. Валерий Алексеевич, это нефтедобывающие, нефтепередающие компании. Наше время истекает, арена событий сегодня завершена. Поговорим, смотрите на завтра в 19:15, поговорим о прошедших выборах в минувшее воскресенье. Арена событий, программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго, до свидания.